Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». 30 января была принята государственная экспертиза по Ленскому мосту. Теперь мост пройдет по Старой Табаге, селу, которое находится в пригороде города Якутска. В связи с этим стал вопрос о выкупе земель в Старой Табаге для дорог Ленского моста. И по этому поводу состоялся, так скажем, сельский сход жителей Старой Табаги. Через своего представителя жители Старой Табаги озвучивали свои вопросы. Но главный вопрос все-таки задал присутствующим на этом собрании представитель Общественного народного фронта Республики Саха-Якутия Антон Жандоров. Здравствуйте, меня зовут Жандоров Антон Анатольевич. Я представляю Народный фронт здесь, в Якутии. У меня есть несколько конкретных вопросов, хотел бы задать. Вот вы озвучили, что в Хаптагае выкупали, да, земельные участки с домом. Вот, к примеру, в Хаптагае вы тогда выкупили, допустим, участок 10 соток, дом 6/6. Какая цена была выкупа? Стоимость была следующая. При кадастровой стоимости 9-12 тысяч мы выкупили за 1 200 000. У вас объекты ИЖС. Стоимость здесь будет на основании оценки рыночной. То есть по той стоимости, которая сейчас размещена условно на сайте по улице Центральная, цена будет примерно варьироваться в этих пределах. Озвучьте нам стоимость 1 сотки. Я вам ответил, что мы в этом году планируем провести в рамках 44-го федерального закона определение подрядчика по оценке, и после этого будет определена стоимость. На сегодняшний день эта стоимость, мы стоимость сами не знаем. Это определена трассировка, и в рамках этой трассировки будет индивидуально по каждому объекту отдельная оценка, индивидуальная. Затем вот по поводу консультации, да, местных жителей, я предлагаю не чтобы они в мэрию ездили, да, все-таки далеко, а выездную консультацию представителей АЗО, ДГТИ, ДЖО, МФС, чтобы они в Новой Табаге где-то в администрации принимали людей, с каждым индивидуально отрабатывали. Так, второй вопрос. Вот вы сказали, да, Артем Николаевич, что там появились новые земельные участки, из-за этого как бы количество участков под выкуп выросло, да? Что это за участки, каким образом они появились, почему у них ИЖС, вот, например, вот в начале, как заезжаешь, справа там домики, да? Если вот все местные говорят, что они обращались там годами, чтобы оформить свои земли, им всем отказывали из-за того, что был резерв. Я предлагаю, как представитель Народного фронта и команды президента страны организовать проверку выделения этих земельных участков. Каким образом и законности имею в виду. Ну и последнее, да, если местные жители все-таки столкнутся с этим, да, неизбежно, возможно, да, с изъятием, выкупом, там, как хотите называйте, да, то нужно смотреть тогда новый поселок, то есть выделять где-то земля же, она есть возле Новой Табаги, вот здесь где-то. Да, пожалуйста, вы как представитель окружной администрации определите вот этот земельный участок и конкретно ИЖС, не сельхоз, там ничего, просто новый поселок и будет новая жизнь. Свое мнение высказал председатель Всероссийского общества охраны памятников по Республике Саха-Якутия Руслан Васильев. Вот когда началась проект трассировки дороги, прочее там, да, и вот начиная с 2018 года мы уже и консультировали и Министерство транспорта, тогда вот истории Табаги рассказывали, чтобы как раз не затронули этот поселок, да. Все, двигается, вошло в мастер-план, поэтому на самом-то деле здесь вот не шуметь надо, а вот собираться и начинать двигать и защищать свои объекты. Поэтому сейчас, я думаю, только у нас необходимо, действительно, из предложения было создать комиссию из госорганов, из общественности, да, вот, старожилов, чтобы каждый дом посмотреть. Я предлагал ямщикам вот сделать ямщицкий сквер. Вот мы добились, сделали ямщицкий сквер в городе Якутске есть. Тогда об этом даже не думали, но он есть. А в городе Якутске была Якутская городовая почтовая станция. А там этих домов-то не осталось. А вот как раз здесь исторические дома-то почтовые станции есть. Почему бы нам часть домов туда не перенести? Именно обсудив это все. По ТРК, да, северная мозаика, там прямо есть территория, указана под ямщицкое подворье. Там ни одного дома пока нету. Вот почему исторические дома не перенести туда? Мы говорим, комиссии надо поработать, именно какие дома подпадают под снос, под выкуп, да, и давайте очень грамотно с этим надо поработать. Их сохранить надо, историю сохранить надо. И в нашей студии председатель городского ОПИК Андрей Высоких.
этому селу Старой Табаги дан новый шанс новой жизни. Но люди хотят, чтобы Старая Табага осталась в том же виде, в котором она и есть. Но это из выступления, которое мы сейчас увидим. Мы коренные жители села Старая Табага, имея свою богатую историю. Нашему селу 282 года. В 1743 году сюда пришли первые почтовые ямщики. С нашей станции почтовой началась история Иркутского почтового тракта. Получается, что мы, живя 282 года на своей земле, не ожидали, что наше село попадет под снос из-за строительства Ленского моста. Есть 3 варианта, но почему-то все упорно считают, что лучший вариант – это проход дороги через именно село. Мы просим главу республики Айсена Сергеевича, мы просим президента Российской Федерации Владимира Владимировича, пожалуйста, пока еще есть время, пересмотрите проект строительства моста. Потому что в 2019 годах нам говорили, что дорога пойдет в обход села Старая Табага, что ни один дом не будет снесен. Но сейчас нас поставили прямо перед фактом с 1 февраля 2025 года, что у нас 153 земельных участка попадает под изъятие. Пожалуйста, услышьте нас и, пожалуйста, оставьте наше село для продолжения дальнейшей жизни. Мы здесь живем веками, как говорится, от одного поколения к другому. Здесь наши прадеды почтовую дорогу делали, ямщиками работали. Просим сохранить село Старая Табага. На самом деле порадовало то, что собралось там человек 300, наверное, да, в зале, если не меньше. Это самое главное, наверное, что интересно и важно, что люди пришли, и им не безразлично, это раз. И каждый, конечно, думал лично о своем огороде, в своем доме. И потом подвели еще под то, что там есть историческое поселение, 275 лет. На самом деле, мы этого моста ждут тысячи, если там не больше, людей. И мост этот нужен, и об этом говорит не одно поколение. Поэтому я думаю, что то, что случилось, это неизбежность, к сожалению, может быть, для Старой Табаги. С другой стороны, это шанс, на самом деле, обновить полностью поселок. Кстати, это русское село. Одно из последних, наверное, в округе. То есть русское село, где действительно сохранился дух ямщиков, там вот русские люди. Сегодня вот для Табаги, для ее жителей, тех, кто действительно хочет сохранить дух Старой Табаги, у них есть шанс это сделать. Вот эту почтовую станцию перенести чуть дальше, туда под гору. К ней принести те амбары, которые сохранились в Старой Табаге. Может быть, настоять перед руководством республики, города, строить современный культурный центр, общественный центр, где бы и был музей, и был бы актовый зал, где бы собирались, и были бы вот как раз места, где бы могли собираться вот эти наши, и дети, и старики, для своего досуга. Поэтому вот переезжая этот мост, и люди, приезжающие первый раз в Якутск, будут видеть вот эту Табагу, нашу историческую Табагу. Если, конечно, жители захотят, а кроме них это никто не сделает. Вот есть такой город Мышкин, на Волге. То есть он туристическим стал благодаря жителям. Вот сначала было там 3, как всегда, есть в городе дурачок. Вот один дурачок сделал музей самоваров. Рядом сделал дурачок другой. Музей утюгов, потом музей валенков. Теперь там десятки музеев, и каждый пароход туристический обязательно становится в город Мышкин. И идет и тратит там каждый турист деньги, потому что это ему интересно. Сегодня мы едем туда на гору, наверх, на тот же веревочный, кстати, парк, самый замечательный, самый шикарный. А мне нет смысла останавливаться в Старой Табаге, потому что вот тут не с кем поговорить, нечего посмотреть. И так далее, и так далее. Вот сделайте так, чтобы это было притягательное место. Для всех, в том числе и для меня, жителя города.
Те, кто приезжает просто горожане в командировку, куда их везти? Ну, вот самое ближайшее, поехали сюда, покажем, да, вот старую Табагу. Долгожданный мост, его ждет вся республика. Дальше от этого моста пойдет дорога на Покровский тракт. С Покровского тракта, насколько я понимаю, будет прямая дорога проложена в обход города на Вилюйский тракт. Но это, вот понимаете, какой будет тут движуха, здесь, слава богу, начнется. Помимо того, что надо построить общественный центр, но, может быть, действительно поставить там часовню. А вот тот кластер, который расположен наверху, на горе, да, вот чтобы к этому кластеру, к этому будущему комплексу, ну, я назовем его Артек, да, якутский, сделали прямую автодорогу с Покровского тракта, чтобы они не через старое село вот это проезжали, а вот оттуда. Это гораздо короче, во-первых, ехать. И там тоже очень большой поток людей сегодня. Ну, с другой стороны приезжать. Да, А зачем да. объезжать, если повернул и все? Но это, опять же, это может быть предложение жителей Старой Табаги. Они могут... Сколько сегодня работают жители Старой Табаги, вот на этом бывшем профилактории водоканала, да? Сколько человек будет работать в этом Орленке, или там, назовем его там. В первую очередь, должны быть рабочие места для жителей этой Табаги. А они сегодня молчат, и мимо них, что называется, все это проходит, и их никто не спрашивает. Есть одна проблема. Теперь это зависит от людей, которые поставлены государством это делать. Ну, и поэтому они должны принять все усилия, чтобы Мост построить. мост построить и сохранить, как они говорят, историческое место. Как они будут сохранять, если никто не хочет? Вот когда захотят сохранить, тогда это получится. Нет, Когда да. ты хочешь что-то делать, ты ищешь резервы. Когда ты не хочешь ничего делать, ты ищешь причины. Для того, чтобы что-то сохранить, надо иметь хоть не только желание, но и финансирование. А они об этом говорят. Они говорят об этом. Мы перенесем, мы сделаем, мы профинансируем. Вы скажите, что и куда? Но здесь без государственной исполнительной власти никак. Да я про это Если говорю. Вот тут регламенты нужна, есть и так далее. Вот тут нужна архитектура. Вот тут нужны архитекторы. Как вы видите сегодня в нынешних реалиях, то, что случилось 30 января, как вы видите сегодня Старую Табагу? Вот прямо от дороги наверх и вот до, будем говорить, того кладбища, которое сегодня существует, да, по левой стороне. Как вы это видите? Покажите нам. Все зависит от жителей города, от жителей поселений. Как мы живем, в чем мы живем, кто нами руководит. Мы их либо избираем, Либо их назначают. либо назовем. Но опять же есть депутаты. Поселковые, городские. Где они? Что они говорят? Все есть, надо просто объединить и сделать.